О, господи. Так. На чили, на расслабоне я решила просто спонтанно записать обратную связь по мероприятию, которое прошло в воскресенье, Sold Out, посвященное маркетингу, продажам и контенту. Хочу просто поставить какой-то рейтинг, хочу составить свой рейтинг спикеров от тех, кто меньше всего, по моему мнению, раскрыл свою тематику, до спикера, который отработал на все 100%, и отработал на все 100%. И вообще у меня не было никаких ожиданий по отношению к этому мероприятию. У меня не было никаких ожиданий по отношению к этому проекту, потому что большинство спикеров местных я знала. Я и так знала, и попасть к ним не так сложно на их выступление и попасть, да. Меня интересовала именно аудитория и нетворкинг, что мероприятие прекрасно нам предоставило. Мне понравились, в принципе, те, украшения. Мне понравились, в принципе, украшения, которые были в зале, от Жанны Павловой с этим чемоданчиком. Это интересно было. От Острога. Это тоже было очень интересно. На второй этаж я не поднималась. Ну, собственно, я как плебей была на первом этаже. Я, как и все остальные, тусила на первом этаже этого прекрасного зала, в котором не было душно. Там вообще... Это в котором... Вот. И, кстати, пакет. Я взяла с собой пакет. Забрала пакет, и можно сделать разбор офферов. Сейчас... Короче, разбор офферов. Вот этот пакет. Он, кстати, в принципе, мне понравился. С дизайном, да? Дизайном очень понравилось, что они очень ответственно подошли к дизайну, сделали все в едином стиле, включая и презентации спикеров. Кстати, вот тут есть такая штука. Вот штука прикольная. Вообще, это гениальная идея, на мой взгляд. Бинго по нетворкингу. Я еще собираюсь им написать. Просто так. Никаких продаж, только общение и дружба. Ага. Итак, меньше всего мне понравилось... В общем, по моему личному рейтингу я пропустила 2 спикеров. Это Жанну и Прокопия. И по моему личному мнению, и вот по рейтингу, самый последний спикер, который хуже всех раскрыл свою тему, был Дархан, шаман, от которого у меня не было буквально никаких ожиданий, и слава богу. Потому что я не особо поняла, читал ли он вообще тематику этого, потому что я не особо поняла, понял ли он, для кого выступал, несмотря на то, что он начал раскрывать, он начал говорить о важных темах, таких как раскулачивание и влияние на род, женскую и мужскую энергию, триединство, культуру Саха, основа мира, основа якутского устройства якутского мира, такую даже мифологию немного. Потом, в итоге, насколько я поняла, его ключевая задача была дать людям поспать перед выступлением Армана. В общем, это... Нет, вообще нет. В общем, хорошо, видимо, поспать. Да, окей. Нет, это нехорошо. Я считаю, это как-то странно. Потом, нужно ли об этом говорить, но мне не понравилось выступление Айланы Русина, несмотря на то, что... Нет, мне не понравилось выступление Айланы. Мне очень понравилась ее энергетика. Она прекрасный спикер, человек, который
знает, как держать сцену, как выступать в ней, но программа выступления была просто так... Это была, но программа, это была просто проходная статья из VC на тему искусственного интеллекта. Я не поняла, о чем конкретно она хотела рассказать. Она хотела рассказать... Ее представили как продюсера с кейсами, и она немножко их упомянула, рассказала про суммы, и все. После этого она перешла на интенсивную такую тему продаж, такую внедрение идеи, что у нее будет школа по искусственному интеллекту. Или она пыталась донести об необходимости использования искусственного интеллекта. Что было странно, потому что люди, как сказали со сцены, 50% сидящей аудитории пользовались искусственным интеллектом. Нет, это было все-таки нехорошее выступление. Я считаю, она плохо раскрыла его. Использование искусственного интеллекта подразумевает презентацию в виде какого-то использования, а не просто рассказа того, как другие используют его, и даже без объяснения механики. Возможно, возможно, не хватило какого-то рассказа кейса, даже если небольшой кейс с искусственным интеллектом. И потом переход на новость о открытии своего нового проекта. Но в общем целом, как будто человек сам. Но в общем целом ничего особо не продали. Ну, возможно, кто-то написал. Ну, как будто нет. Нет, вообще. Не. Почему? Да, очень странно. Вот. Угу. Потом я бы поставила на такой, на середине, на месте, и потом промежуточное посередине я бы оценила выступление Чурустана Табуна, потому что у него была заявлена тема продукт, и он рассказал про эволюцию СММ, он рассказал про эволюцию фрилансера к предпринимателю и к бизнесмену дальнейшему, но вот мои коллеги, которые являются не предпринимателями, а скорее фрилансерами, они тоже не поняли, о чем это выступление, потому что оно было ориентировано на предпринимателей, на людей, которые уже владеют каким-то проектом. Хотя примеры, да. В общем, так как тема его выступления была создание продукта, и он рассказал про эволюцию чего? Ну, наверное, ключевая мысль была в том, чтобы создать свой... Наверное, ключевая мысль была в том, чтобы создать свой главный продукт. Или кто понял его выступление, может, вы тоже смотрели, вам понравилось? Расскажите, пожалуйста. Потому что мне как бы понравилось, потому что он очень хороший спикер, но каких-то особых мыслей у меня, человеком не являющимся предпринимателем, не было. Так. Потом я очень хорошо оценила выступление Сандары Чемизовой, которая великолепно разбирается в своей теме. Она выделила и кейсы, и рассказала это все на своем примере, и продала такую идею ведения блога, так, развития личного бренда, и раскрыла механику, скорее принцип работы с позиционированием, такое прикладное выступление, которое разрядило, и плюс у нее такой вайб очень приятный, как будто бы ты прослушал очень умно, как будто ты, несмотря на то, что она дала достаточно, для новичков плотную информацию по позиционированию ее
подача была настолько легкой, настолько ненапряжной, что ты даже не напрягаешься, не пытаешься из себя что-то выжать, что даже не напрягаешься. Блять, я сдохну на монтаже этого видео. И, конечно же, на втором месте я бы оценила Аню Кривошапкину, которая подготовила формулу успеха. Это же была формула успеха, которая, конечно же, в своей манере подготовила формулу успеха, раскрывала ее. У нее выступление было конкретно прикладное. И я считаю, для тех, кто пришел за пользой, для тех, кто пришел за какой-то формулой успеха, они нашли в этом выступлении свой ответ. И, возможно, и я в том числе записала, но я записала на ноутбуке, поэтому я не могу ничего сказать. Я, может, вставлю сюда куда-нибудь свои мысли. И, конечно же, выше всех, просто, наверное, это как и хедлайнер, как и должен хедлайнер, отработал выступление на все 100%. Это Арман Юсупов, который знает, он более не просто знает тему своего выступления, он отработал, он его настолько выучил, наверное, нет, настолько он... Это настолько отработан, это настолько отлизанный, нет, это очень проработанный, по-моему, это очень проработанный материал, который он знает на все 100%, знает, как разбудить аудиторию после медитации, как разбудить аудиторию после медитации, как грамотно довести идею важности ведения блога, как замотивировать, плюс с этим еще продать какую идею работы с командой. И говорить это все на вайбах миллионерских, на таких миллионерских вайбах, знаете, это как человек, который который много лет уже является блогером, у него как будто бы нет такой профдеформации, у него как будто бы нет такой профдеформации блогеров-миллионников, которые уже настолько далеко отлетают от начинающих блогеров и не знают, что им сказать, но он точно знает, но он держит руку на пульсе со своей командой. Вот, что я хотела сказать. И мне кажется, его выступление является идеальным примером, как можно рассказать о работе своей команды, раскрыть кейс и в дальнейшем даже продать какие-то услуги, потому что мы поняли, потому что он в подробностях рассказал, как работает его команда, по каким принципам он нанимал свою команду и замотивировал одиноких воинов на работу. Но к этому моменту я так устала, что я не досидела до конца. Я и не покупала, кстати, билет с продолжением и не стала дополнять, потому что это был вечер воскресенья, а с утра планерка. Ладно, все. Так. В общем, может, есть у вас какие-то свои мысли по поводу выступления, потому что я видела кучу людей из своих... Потому что я видела кучу вас, я видела в сторис, что многие из вас поехали на это мероприятие, посетили. Я, правда, вас никого не видела там. Может, вы видели. Это я никого из вас не видела. Видела только новых людей. Кстати, им надо написать всем. А здесь, кстати, прикольные идеи. Прикольно можно разобрать офферы, мне кажется.